Подняться по этим отлогим холмам можно и на машине, но куда интереснее наблюдать места былых сражений, прогуливаясь пешком, последствия которых природа скрыла, обив все вокруг зеленой листвой. Поисковики объясняют, здесь недалеко упал самолет летчика, защитника Великой Отечественной Василия Тарабана. Была информация, что над сельским поселением Сагапши во время Великой Отечественной войны в 1942 году прошел воздушный бой. В этом бою был сбит советский самолет. Информация собиралась по крупицам, и здесь провели разведку наши поисковики, и место было обнаружено. И 5 дней мы работали, с другой стороны, это у нас сейчас мы находимся на Судженском хребте, то мы работали на Терском хребте, подняли 5 бойцов, они у нас находятся сейчас в ответственном хранении. Василий Тарабан, 1922 года рождения, украинец по национальности, член ВЛКСМ. Имел неполное среднее образование, окончил авиашколу. В 1942 году был пилотом 805-го штурмового авиаполка. 2 ноября во время выполнения боевого задания самолет летчика был подбит. Есть разные версии о дальнейшей судьбе Василия Тарабана. В 2022 году, 15 апреля, в ходе поисковых работ в рамках акции «Вахта памяти» поисковики из Дагестана, Нижнего Новгорода и Ингушетии совместными усилиями обнаружили место падения самолета в районе лесного массива вблизи селения Сагапши. Артефакты найдены в ходе этой экспедиции. Здесь в основном вот все алюминиевое, это фрагменты самолета штурмовика Ил-2. Непосредственно. А что это вот? Вот эта крышка, скорее всего, от бака. Я точно не могу сейчас сказать, идентифицировать, но похоже, что это крышка. Вот это тоже, я не слушаю, видите, заклепки здесь. Это тоже конструкция самолета. А вот снаряды вот тоже вот здесь? Нет, вот эти снаряды тоже, может вас чуть-чуть смущает, что он чистый, мы его просто старались почистить. Вот это и вот этот утюг мы старались почистить, да. Это тоже в ходе поиска нашли. На месте падения самолета возложили венок. Венок и пелю. Вот. Выезд в памятное место проходит в рамках проекта «Историческая память», цель которого – повышение качества и эффективности проводимой в стране работы по увековечиванию памяти летчиков и авиаторов, погибших в Великой Отечественной, патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о защитниках Отечества, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Сегодня с коллегами, с руководителем исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия», с депутатом Народного собрания Саутином Хароном и Костылом Владимиром Булиевичем находимся в Могилевском районе. Все здесь проводится в рамках партийного федерального проекта «Историческая память». Мероприятия данного характера мероприятия для нас очень важны, так как у нас сегодня есть возможность посредством таких мероприятий доводить до нашего населения, до подрастающего поколения исторические реалии и не допускать фальсификации истории, которую в последнее время мы наблюдаем со стороны недружественных стран. Задача проекта «Историческая память» – это поиск мест гибели солдат, создание туристических маршрутов, информационных памятных стендов об участниках Великой Отечественной войны. Подрастающее поколение должно знать о героях военных лет. Адам Мережков, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.